Больница Усть-Куломского района в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения пополнилась новым оборудованием. Одним из самых долгожданных оказался рентгенологический комплекс. Прошлый в силу долгой эксплуатации вышел из строя в конце прошлого года. Евгений Кладкевич старается не болеть. О таком рентгенологическом комплексе в Усть-Куломской ЦРБ мечтали давно. Высокая скорость и максимальная точность исследования. Так отзываются врачи о новом оборудовании. При поддержке Минздрава в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения новый рентгенаппарат поступил в больницу в конце прошлого года. А вместе с ним мобильный флюорограф и маммограф. Наше население уже привыкло к маммографу. 8 лет мы уже работали на маммографе. Поэтому они уже к этому привычны. Но то, что он свой ресурс выработал полностью, аппарат, уже он трехкратный ресурс выработал. Мы его постоянно ремонтировали, и он ездил. Но сейчас уже смысла ремонтировать эту машину не было. Вот поэтому вовремя пришла эта новая машина. Раньше мы ездили по многим районам, обслуживали и Каткиросский, и Троицко-Печорский, и Кайгородский, и Усть-Илимский районы, и Княж-Погосский. Теперь же в эти районы тоже также дали машины, поэтому мы будем ездить по нашему району, по всем населенным пунктам. Из недавних приобретений 2 аппарата ИВЛ. В последний раз один такой поступал в ЦРБ аж 10 лет назад. Грандиозным, отмечают врачи, стало внедрение в работу мобильной амбулатории. В 2020-м на всю республику таких было закуплено всего 3. Та, что досталась Усть-Куломскому району, отправилась в село Усне, где в прошлом ноябре сгорела больница. Поступил в начале года так называемый мобильный ФАП. Машина на базе КАМАЗ из 3 она секций состоит. Вот в Усне мы вынуждены были ее использовать, подкатить ее к зданию клуба, подключить к электричеству, и фактически она работает там не как мобильная, а как стационарная установка. Сейчас там замещают в выездном режиме и работают фельдшера Югодьякской и Тимшевской больницы. В этом году в районе построят 4 ФАПа – в Пожигдине, Жежеме, Миолдино и Доне. Это ускорит оказание первичной помощи на местах. В пик распространения коронавируса максимальную загруженность испытывало, пожалуй, каждое медучреждение. Усть-Куломский район, отмечают специалисты, этот непростой период перенес достойно. Все необходимое для лечения – место, медикаменты, средства индивидуальной защиты – предоставлялись вовремя. Администрация района также выделила помещение, на базе которого располагалась лыжная база под обсерватор. Это было сделано фактически с момента появления первого больного. Администрации района также было выделено 4 единицы автомобиля для того, чтобы врачи могли оперативно обслуживать больных. Значительную поддержку как медикам, так и обычным гражданам в период пандемии оказывали волонтеры. Чаще всего помощь заключалась в доставке продуктов и медикаментов. С началом пандемии именно такой максимальной помощи, да, это первый опыт. Хотя мы также и проводили в магазинах полочки добра. И очень у нас в Усть-Куломе все люди добрые, да и в районе добрые, с района все помогают, и наши жители помогают друг другу. Есть проблемы, в решении которых волонтеры бессильны. Одна из таких – лекарственная обеспеченность отдаленных поселений. Этим вопросом вплотную занимается правительство региона. Необходимо, чтобы все населенные пункты одинаково получали как базовые, так и редкие препараты, от которых порой зависит жизнь человека. В сельской медицине сейчас стали уделять больше внимания, потому что и мы тогда говорили, что первичная помощь должна быть самое главное. Конечно, есть кадровые проблемы. Они всегда носили есть кадровые проблемы. Но будем стараться тоже их решать. Каким путем? Проблема заключается в том, что не только узких специалистов, но даже основных специалистов бывает трудно удержать на месте. Сейчас постараемся, как в Усть-Куломском районе, так и в Каткиросском, это мои районы, обеспечить жильем прежде всего. Пополнение кадров, лекарственное обеспечение, строительство ФАПов и дальнейшее переоснащение больниц – приоритеты этого года. Евгений Кладкевич, Роман Боровиков, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган.